солнце вышло. Если морозяка такой. Такое чувство, что градусов 20. Потому что всю ночь деревья трещали. Трещали. Они трещат только в мороз. А под утро прилетели дятлы и начали стучать. Вот. Солнце выйдет, будет теплее, выше поднимется. И тогда будем уже собираться. Нам спешить некуда. Мы отдыхаем. Собачка ночью где-то бегала, то выбежит, кого-то облаяла. Вот теперь лежит где-то возле печки. Минут 20, наверное, ходила, лаяла. То с одного дерева на другое дерево перейдет лаять. Теперь отдыхает. Ой. В палатке тепло, солнце светит. Время 5 часов утра, мы уже выспались хорошо. Хорошо спали сегодня. Тепло. Даже не одевались. Сейчас будем варить, кушать. Рассольник. Суп-рассольник. Рассольник. Ну ладно. Рассольник. Есть. Вот год назад был такой случай у меня интересный. Я тоже ходил в этих районах, был хороший наст. Ну, у меня была палатка другая, типа чума. Вот, и с печкой, все. Как-то одну ночевку мы спали в лесу. Ночью ночевали в лесу, утром проснулись, также было солнышко светило, тишина кругом была, лежим с булькой, отдыхаем в палатке, печка топится, тепло, хорошо, и вдруг напротив палатки прилетел ворон, сел и стал каркать. Очень удивительным образом стал каркать. Вот. А когда долго в лесу находишься, то начинаешь понимать язык птиц. Язык особенно воронов и ворон. Вот. А нет, это не ворон, это ворона прилетела. Ворон это другой раз был. Ворона прилетела и начала каркать. Я проснулся и слышу, она говорит, смотрит на палатку и говорит, как красиво. Снова посидит, как красиво. Она прямо восхищается красотой. Ну, я за ворону порадовался, что, я думаю, палатка такая красивая, вся под солнышком стоит. Вот, хоть птица полюбуется. Говорит, что красиво там. Слушал ворону. Она так сидит и говорит, как красиво. Вот одно и то же слово. Как красиво. На палатку смотрит. Вот. А мне нужно было печку подкинуть. Вот. Я тихонечко в палатке стою. Тихонечко. Встаю. Открываю дверку. А дверка у меня металлическая. Она скрежет издает. Пошел тихонечко скрежет, и вдруг возле палатки, прямо возле самого выхода, взорвался ветер. Такой взрыв был сильный, ветра, что аж дверь палатки всю открыла, и как будто шквальный ветер зашел в палатку. Дверь у меня была как, знаете, палатка зима. Вот эти тубусные двери. И вот тубус, у той палатки был тубус, и вот он стал вот такой, стоя, представляете, как будто сильный ветер дует в тубус. Вот. Такой взрыв ветра был перед палаткой, и все. Исчезло. Оказывается, у меня перед палаткой
Прямо возле палатки на солнышке сидело, грелось какое-то существо, невидимое какое-то существо. Тоже, видать, палатка понравилась. Вот. И вот так она испугалась. Или неожиданно это для нее было так, что вот скрип дверки. И она вот так взорвалась ветром. Выражение какое-то странное. Взорвалась ветром, а потом это исчезло. И я, конечно, подумал, что ворона говорила, это не мне, не моей палатке, что так красиво, так красиво. Она этому существу говорила, невидимому, что так красиво, так красиво. Она, наверное, там сидела, грелась в этой палатке. Палатка, наверное, теплая была от солнышка. Это я так просто говорю, предполагаю. Вот, и она тут же, прямо подле выхода. Долго ли сидела, коротко, не знаю. Но вот такой случай был. Не одни мы в лесу живем. Полно всякой жизни, которые в гости приходят и за нами следуют, и просто за нами наблюдают. И все их не видно, но как-то проявляют себя каким-то способом. А иногда их видно. Вот когда в лесу долго ходишь и начинаешь видеть как бы невидимую часть леса, вот тогда уже там уже другие вещи происходят. Это взгляд совсем не такой. Нереальный взгляд, как бы я сказал. Потому что сквозь обычный лес просвечивается совсем другой мир, совсем другой лес. Могут быть и горы, могут быть тундры в лесу просвечиваться, могут быть целые племена иногда жить, не видно их. Вот. Ну, проще всего, конечно, видно тех существ, которые живут в лесу. Окажется, наши леса не пустые, а заполнены жизнью. Вот такой интересный случай был у меня в том году. Так красиво, так красиво. А я думаю, палаточка моя красивая. А оказывается, не палаточка, а местный житель был красив. Вот и все. Спасибо. Сейчас варить продолжим. Вот еще бревнышки остались у нас. Еще есть бревнышки. Хотела показать. Знаете, что хотела показать? Вот. Печка у нас стоит на ножках. Ножки ставятся вот на такие палки. Когда внизу протаивает, ямочка такая образовывается, то печка стоит на палках. Ножки на палках, печка на палках, и все нормально. Никуда не девается. Ночью тепло, было жарко. И вот там даже ямочка образовалась. О, собачка там. Спит собачка под печкой. Ямочка образовалась. И вот у нас ножки стоят на палочках, как полозья. А на ножках печка. И все работает нормально. Ну-ка посмотрим. О, там бревно лежит. А вот у нас в карманах все лежит. Все, что мне надо. Вот карманы на палатке заполнены продуктами, всякими коробочками, баночками, чаем. Там фотоаппарат лежит. Вот, кстати, фотоаппарат, кто не видел. Вот фотоаппарат Canon M3. Вот таким фотоаппаратом я снимаю. Вот, и видео, и фото. Сейчас я снимаю другим фотоаппаратом. Здесь матрица большая, половину размера. Я не помню, какой размер. Одна вторая, что ли. Вот. Снимает хорошо, и фотографии хорошо делает, и снимает видео. Вот он маленький.
Небольшой совершенно. Вот здесь у него есть экранчик вот такой. Поднимается экранчик. Только вот так экранчик. Неудобно, но ну, ладно. Вот таким фотоаппаратом снимаю. А вот есть у меня вот такая коробочка. Вот. Коробочка для рюкзаки ношу. Тут есть объектив. И батарейки для 2 фотоаппаратов. Вот целый блок. Для таких фотоаппаратов и для других. Карта запасная. Там аптечка небольшая. Даже микрофон есть, которым я не пользуюсь. В том году пользовался, а в этом году не пользовался. Всякие аспиринчики, таблеточки. На всякий случай. Как положено дальнему путешественнику. Вот здесь светофильтр есть еще градиентный. Вот так. Вот такая небольшая коробочка с объективом. И все, закрываем, и все нормально будет. На плитку можно кружечку поставить, а то чай остыл уже, стоял на полу. Вот, пусть немножко подогреется чай. Суп варится у нас тут. Собачка лежит и ждет, когда сварится суп. Надо мне последние 3 сосиски осталось. Надо мне их порезать и положить в суп. В суп. Раз. Раз, два, три, 4. Нельзя. Надо еще сосиску бульки дать. Она это у нас любит дело. Кушать. Все нам экономить сосиски. Живем-то всего один раз в жизни. Раз взяли сосиски, мы должны их съесть. Эх, не такие мы туристы, чтобы экономить продукты. Не такой уж у нас длинный маршрут, чтобы это все. На, Буля. Нос, тянется, нес. Видно, да? Я бульки дал. Сосиска. Вот так. Кубик тоже замерз. Надо его. Булечка вышла. Это дятлы. Сколько дятлов много прилетело. Вот над нами какие красивые деревья стоят. Под палаточкой. Вот еще дерево возле палаточки. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди.
Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. Время 8 часов. Сейчас будем собираться, пока снег держит, пока нас крепкий. Так хорошо в лесу вообще. Я бы сказал, даже тепло опять начинается. Солнце светит. Сейчас пойдем. Пойдем. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. Вот, сегодня опять спал вот на таких. За мечтами Положил и за бревнышки запахом тайги. и вот на такие досочки. И спал. И спал. Печка. Пусть печка остывает. Вот. Потому что я ее разбирать не буду. Так поставлю на санки, не разбирая. И всё. Спасибо, Лес. До свидания. Спасибо, Софья. Спасибо. Благодарю. Пока можно идти по насту. Пешком. Пойдем пешком. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Если видно. Глухарь. Исчертил You все своими. heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. По насту глухарь ходил. Начертил своими крыльями. There's such a lot of world to see. Заведи. We're after Запущенными крыльями, так и шел далеко. rainbows and Вот туда и ушел в лес. waiting round the Глухарь ушел в лес. my huckleberry friend, Moon River and me. Это какие красивые тени у нас в лесу. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
ним. Топ, 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 топ. Такие у него следы огромные. Здесь даже провалился, как и мы провалился. Пошел дальше. Топ, I'm топ. going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after that same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend.